12 марта жители Сосногорска увидят волшебную сказку Пармы. Это первый национальный проект Коми в сфере культуры и спорта. Спектакль на льду ставится на деньги президентского гранта – почти 2 миллиона рублей. Волшебную сказку Пармы называют семейным спектаклем. В его основе – жизнь коми-народа, любовь и вечная борьба добра со злом. Еще один акцент, на который мы опирались, безусловно, это у нас национальная составляющая. На музыку композитора, коми-композитора Михаила Бурдина, современного композитора, современной аранжировки Владимира Морозова. Сюжет, поставленный на основе легенд и мифов народов Коми. То есть знакомые нам персонажи Зарни-Ань, Войпель, Тунныр, злой колдун. Это те основные силы, которые будут вести борьбу за свет, за тьму, за добро, за зло, за любовь. Ну, а за любовь, безусловно, как везде, это молодая девушка и юноша, которые любят друг друга, которым будет кто-то мешать, кто-то помогать. Это в этом спектакле будут присутствовать бытовые сцены, такие как покос, как ярмарка, свадебные обряды. То есть постарались вложить в этот проект все то, что олицетворяет, что ли, культуру коми-народа. В постановке примут участие юные воспитанники Сыктывкарской детско-юношеской спортивной школы «Северная Олимпия». В основном фигуристы, но в массовке будут участвовать и хоккеисты. Премьера волшебной сказки Пармы состоится в конце февраля в столице Коми. Затем в полном составе спектакль отправится на гастроли. Первые выезды в Ухту и Сосногорск. Оба города с удовольствием примут постановку, тем более что одна из целей проекта – популяризация спорта. Мы с удовольствием приняли приглашение и взялись за организацию данного шоу, спектакля на территории нашего района. Ну, во-первых, потому что у нас есть ледовая арена. Во-вторых, у нас очень популярен такой вид спорта, как фигурное катание. Ну и просто потому, что мы любим свою республику. И я думаю, что много желающих найдется посмотреть этот проект. Как с помощью спектакля можно пропагандировать спорт, не понаслышке знают участники проекта. Воспитанница Северной Олимпии Элла Каратаева родом из Ухты. На лед девушка захотела выйти именно после шоу. У нас в Ухте постоянно проводились ледовые представления зимой перед Новым годом и весной по окончанию сезона. И вот мне родители отвели на одно из таких представлений, посмотреть, как выступают, танцуют дети. Мне это безумно понравилось, и я сама родителям сказала: ведите меня на лед, я хочу научиться кататься. Организаторы отмечают, вход на спектакль будет не бесплатным, но цены постарались сделать минимальными. Билет будет стоить от 250 до 650 рублей. После первых гастролей в Ухту и Сосногорск спектакль планируют показать в северных городах Коми, а в перспективе и в других регионах.